В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. В наше время появилось множество разных курсов, семинаров, вебинаров, которые обещают научить чему угодно, от рисования карандашом до управления своими эмоциями. Я, кстати, слышал, что есть курсы, где учат понимать язык собак и кошек. И морских свинок тоже еще, и у хомяка уточек. специфический язык. Я бы хотела научиться понимать уточек. А вот наши сегодняшние гости занимаются тем, что помогает исправить голос, улучшить произношение и учат правильно и красиво говорить. У нас в гостях тренер по постановке голоса и ораторскому искусству Анна Ивановская. Анна Ивановская, тренер по постановке голоса и ораторскому искусству. Окончила театральный факультет Академии искусств. Преподавала технику речи на телевидении. Написала 2 книги. Обучила ораторскому искусству более 2000 человек, в том числе руководителей крупных компаний. Ведет свой канал на Ютубе. В свободное время озвучивает аудиокниги. Доброе утро. Привет. Привет. Спасибо, что нашла время заглянуть в гости. Ань, скажи, пожалуйста, преподаешь ораторское искусство. Кому оно сейчас нужно? То есть для людей каких профессий оно необходимо, а кому бы оно рекомендовано было бы, с твоей точки зрения? На самом деле, если просто объяснить, то ораторское искусство — это умение доносить свои мысли просто, четко и структурно. А если мыслей нету, что доносить тогда? Тогда Главное, чтобы нужно мысли были какие-то. попробовать их из себя изъять, эти мысли. А в принципе, ко мне на занятия ходят люди совершенно всех профессий. Ко мне ходили пилоты, моряки, стюардессы, люди, которые занимаются бизнесом, преподаватели, естественно, актеры, те, кто хочет стать актерами. То есть это такая дисциплина, которая нужна. Зачем это пилотам и стюардессам? То есть они как для себя, какая у них внутренняя мотивация была? То есть для чего им это? Иногда, особенно если мы говорим про стюардесс, очень важно уметь поговорить о чем-то с теми людьми, которые едут в самолете, да, особенно если это VIP какой-нибудь класс. Как ни странно, в век интернета нам этого общения совершенно не хватает. Ты можешь любого человека научить ораторскому искусству красиво говорить, поставить голос, или это суперсложно, и этому вообще невозможно научиться? Научить можно любого, главное, чтобы он хотел этому учиться. То есть тут очень важный момент — заставить учиться, да, давай будем учить слова, давай будем разговаривать, так не получится. Главное, чтобы человек шла мотивация. Да, но в принципе всегда, конечно, люди приходят, когда у них уже есть какая-то потребность. Как строится процесс обучения вообще человека? То есть человек приходит, понятно, что надо, наверное, оценить его вообще начальный уровень какой-то, понимать, от чего отталкиваться. Вот в среднем такое, по больнице, как происходит сам процесс обучения? Мы говорим про индивидуальное или обучение в группе? Можешь рассказать о том? Есть и так, и так. У меня есть совершенно любимый тренинг, который называется «Искусство речевой импровизации». И, кстати, сегодня на программу я взяла фрагмент тренинга, одну игру, и мы тоже с вами будем пробовать. Так что сегодня вы почувствуете это на себе. Да. В принципе, если мы говорим чисто ораторское искусство или чисто искусство речевой импровизации, то это упражнения на выступление, упражнения, в которых человек старается выйти на сцену, преодолеть волнение. Ну, естественно, я рассказываю, как это сделать, и это много-много практики. Если мы говорим про более такие веселые упражнения, то это перевод старобарского языка, это продажа всех существующих, несуществующих предметов и их сочетаний, например, там какие-нибудь голубые облака можно человеку продать и сказать, что ему это очень важно. Вот. И, в принципе, умение убеждать. То есть ораторское искусство в том числе это умение донести свою мысль. И, знаете, очень часто люди говорят: Аня, у меня такая проблема. Я начинаю говорить и забываю, о чем я хочу сказать. Или вообще я забываю, что вообще... У меня мысли путаются, я сам себя не понимаю или сама себя не понимаю. Вот, поэтому это все практика, конечно. Мы знаем, что ты написала 2 книги по ораторскому искусству. В одной из них также поднимается тема кулинарии. Как это пересекается, как связана готовка с речью, с публичными выступлениями? На самом деле, я, когда писала 2-ю книгу, она называется, если полное название сказать, «Ораторское искусство. Как сделать свое выступление достойным мишленовской звезды». И все люди, которые смотрят эту программу, скажут: Анна, ну при чем здесь ораторское искусство и мишленовские звезды? Это же ресторанный бизнес. Но связь очень простая. Когда каждый человек умеет готовить в той или иной степени. Приготовить дома яичницу или какое-то еще простое блюдо мы можем. Но кроме подготовки блюда, мы знаем, что блюдо может быть с перчинкой. Можно его посахарить. Да. Можно его потом красиво подать гостям, потому что если это блюдо просто плюхнуть или оставить, понятно, то такое это будет невкусно. Да, поэтому на примерах, которые всем нам знакомы, примеры приготовления пищи, примеры ежедневного такого ритуала подготовки вообще еды, я рассказала, как подготовить свое выступление, как сделать его вкусным,
вкусным, пикантным, сочным, и как его подавать гостям. И чтобы потом было послевкусие. Да, Такое кстати. хорошее. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях тренер по постановке голоса и ораторскому искусству Анна Ивановская. Вот человеку нужно подготовиться для выступления на свадьбе, презентацию какую-то сделать. Человек никогда не выступал на публике. Есть ли какие-то общие рекомендации, с чего начинать и что вот не упустить? Вот просто такие вот база, совершенно четкая база. Да, есть. Первое, что нужно знать каждому человеку, это то, что любое выступление подчиняется законам точно таким же, какие есть в литературе и в кино. То есть есть начало, середина и конец. И это самая важная информация, потому что обычно люди выступают с середины, и у них нет конца. То есть человек обычно говорит, все, наверное, может быть, есть какие-то вопросы, и возникает какая-то неловкость. Поэтому я всегда говорю, что в начале выступления вы должны обозначить это начало, сказать, как вас зовут, представиться и сказать, о чем вы будете рассказывать. В середине выступления расскажите то, о чем хотели, а в конце обязательно сделайте вывод из сказанного. Вывод — это краткое резюме. Люди иногда очень боятся вывода и начинают снова все сначала рассказывать. Вывод — это пару фактов, которые вы можете еще раз... Бесконечная середина. Да-да-да, еще раз резюмировать. Вот, поэтому это самое важное. То есть это главное понимать, о чем человек хочет сказать. Безусловно. Чтобы было о чем говорить. Да. А Это все очень остальное, то есть, кажется, это уже не очень важно. То есть как человек, не знаю, там, как он говорит, кому он это говорит, что он при этом делает, какая у него там жестикуляция. Это уже вторичная история? В любом случае, если человек не знает, что сказать, как бы он красиво не стоял, не сложил руки, и все равно ничего дальше не выйдет у него. Я всегда, когда работала раньше на телевидении, всегда дикторам говорила, пожалуйста, перед выходом в эфир задайте себе один вопрос. Ради чего я это делаю? Что? Какая у меня главная мысль? И ответ на этот вопрос будет заключаться в действии. То есть, что потом люди сделают. То есть, не просто я выйду и проинформирую, и люди соберут вещи и пойдут домой, а я выйду и удивлю. Выйду и смогу убедить, переубедить, замотивировать, чтобы у людей после моего выступления была какая-то сверхзадача что-то еще сделать. То есть какая-то миссия, цель, которая мое выступление будет двигать. Что делать в неловкой паузе? Типа вот когда ты стоишь, такой вроде как бы и... Да, а что сказать? Самый простой — это задать вопрос. Типа, вы поняли меня? Да, скажите, все понятно? Или Кстати, скажите, да. вам не дует? Нормально, света Мне хватает? кажется, не дует вообще универсальный вопрос, его всегда надо задавать. Просто какая-то пауза любая. Просто, простите, вам не дует? Простите, вам не Что? дует? Извините, Ребята, пожалуйста. зачем вы меня это спрашиваете? Да, это круто очень. А вам не дует? Или просто, например, к каждому обращаться. А вам не дует? Тогда паузу А просто на вам? вечность. Чтобы жизнь подошла к концу, пока мы узнаем, удует ли кому-нибудь вообще. Вы знаете, у меня просто действительно однажды в начале моей преподавательской карьеры Сильно был случай, когда потом это стало мемом. Знаете, иногда бывает такое, что набивается полный зал, особенно это бесплатное мероприятие, и иногда люди приходят, садятся прямо напротив вас вот с таким вот видом. Типа, ну чё? И вот как раз в тот момент уже прошло 20 минут моего выступления, и вдруг зашел человек, сел с таким видом прямо напротив меня, и в этот момент, когда он взгромоздился на стул и начал вот так вот руки положил, и я поняла, что я не могу дальше говорить, как я говорила, потому что этот человек меня сбил. И на первом ряду я обычно со всеми знакомлюсь, я знаю, как всех зовут, запоминаю. И сидела Татьяна, и вот это потом стало мемом. Я говорю, Танечка, как ваши дела? А Танечка вообще, она сидела, ничего такого не делала, и она, хорошо, спасибо. И после смеха в зале, как-то эта ситуация разрешилась, поэтому я всегда теперь говорю, если что, спрашивайте, Танечка, как ваши дела? Даже если перед вами не Танечка. Это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. Вот, поэтому, если вы забыли, спросите что-нибудь у человека, или есть универсальное слово «кстати». То есть вы можете сказать, кстати, к нашему разговору возвращаясь, я вчера читала такую вот новость. И дальше можно вообще начать говорить о чем-то другом, но вы сказали «кстати», и все. Да? Если мы говорим о словарном запасе, то есть умение говорить на любую тему, умение поддержать любой разговор, то тут очень важно учиться, как это ни странно, формулировать мысли. Желательно это делать дома в одиночку, но перед диктофоном. Ставите диктофон с утра, рассказывайте. Сегодня я планирую провести день так-то, а на ужин у меня сегодня будет скумбрия, что-нибудь еще. Короче, и потом просто анализировать. Да, и потом это слушать. И сам слушаешь, Слушать понимаешь, самих себя. не понимаешь, да-да-да, делаешь какие-то правочки.
Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Сегодня к нам в гости пришла тренер по постановке голоса и ораторскому искусству Анна Ивановская. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв в общении и поиграем в одну игру, которая называется «Опять в школу». Сейчас вы с Георгием будете соревноваться в скорости чтения. У вас будет по отрывку какого-то произведения и по минуте времени. Вам нужно прочитать очень внимательно и не допустить ошибок. Ну и быстро, конечно же. Кто начнет? Давайте я. Потом профессионал будет. А пока любитель. Она так Попробуй. точку поставит просто. Начинаем наше испытание. 3, 2, 1. Как не боялись засухи, она все-таки пришла. Небо было до нельзя раскалено, и с него почти отвесно падали колющие лучи солнца. А в воздухе уже начинал веять дышащий гарью ветерок. Овес, не поднявшийся еще и на поларшина от земли, уже поблек. Просяные поля, едва колеблемые жарким дыханием ветра, настоянного на увядших полевых травах, без устали отливали своими унылыми бледно-зелеными кистями. Почти не заросшие в этом году травой паровые поля печально разнообразили картину. Песчаная земля, которая, по-видимому, некогда особенно избалована дождями, окончательно задыхалась от зноя. Где-то попадавшиеся нам навстречу стада еще более усиливали тоскливую неприглядность полей. Только один раз мы заметили возле них пастуха, не спеша идущего за стадом и видимым усилием, тащащего свою палку. Он безучастно смотрел на нас и путанно объяснил, куда нам следует ехать, чтобы попасть на мельницу. Несмотря на раннее время, деревня, через которую мы проезжали, поражала своей пустынностью. Только кое-где на заваленке сидела какая-нибудь старуха, да копошились ребятишки, почти не интересовавшиеся нами. Даже собаки те лаяли как-то нехотя и как будто по привычке. Но вот в отдалении мы увидели небольшой домишко со штукатуренными стенами. Это было не что иное, как мельница, где мы рассчитывали остановиться на ночевку. Весело. Будильник в голове у меня прозвенел. Есть от тахикардии что-нибудь, какой-нибудь препарат? А то у меня тут началось. Ну слушай, это Очень было очень круто круто. Я даже получилось. приятно удивлена. Да. Анна, ну что, а вы готовы? Готово. 3, 2, 1, go! Утро застало нас близ моря. О том, что ночью бушевал 9-бальный шторм, напоминали лишь плавучие водоросли, брошенные на прибрежные кристаллические скалы. Их так много, что кажется, как будто океан нарочно послал здесь этот зеленый ковер. У самой земли еще важно мерцает мелкая холодная изморозь, но вверху небо уже кристально чистое. Вдруг брызнули первые лучи солнца, и миллионы бриллиантов заблистали везде, на кустах можжевельника, в зарослях камыша, произрастающего у ближайшей речонки, и на вспыхнувшей огнем брошенной перламутровой раковине. Кажется, здесь не ступала нога человека, но вот виден свежий след трехтоники, проехавший по песчаному берегу, да вон чей-то полуразрушенный дощатник. Однако посмотрите, уж не след ли это медвежонка? Нам надо поторапливаться, и поэтому мы, наскоро подкрепившись, свиной тушенкой и шоколадом отправляемся в путь. Обувь наша не высохла, такие, вопреки завеяниям, очень промокает. Все сияет после недавнего ливня, и голубые цветы цикории, и какие-то кусты с красными ягодами. Мой приятель забирается за ними в самую чащобу, несмотря на то, что кусты колются и жарятся. Посмотрите, вот птенцы широко разевают клювы. Все! Как низко расположены гнезда. Ну, слушайте, вы реально, вам нужно фит записать, я считаю. Вы покруче, чем Оксимироны, я вам так скажу. Пришло время подвести итоги. У Анны 172 слова, у Георгия ровно 200 слов. Ничего себе. Но мне кажется, это все такое. Было неплохо. Но я всем вам ставлю 10 баллов, большие лайки, подписки, нажимаю на колокольчики. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и мы продолжаем общаться с тренером по постановке голоса и ораторскому искусству Анной Ивановской. Аня, ты принесла какую-то игру, которая вроде как развивает словарный запас, расширяет. Да, совершенно Расскажи, верно. пожалуйста, что это за игра? Эта игра поможет нам, во-первых, научиться креативно мыслить, а во-вторых, с точки зрения ораторского искусства, она поможет доносить мысль и убеждать, что тоже немаловажно. Что мы сейчас будем делать? У меня здесь карточки в игре. Красные. Сейчас я покажу фокус еще по дороге. Красные карточки и синие карточки. Сейчас я попрошу, давайте так. Выбери карточку, красную или синюю. Да, давайте так. Вот вы друг другу передайте, синюю, и, соответственно, один человек вытаскивает синюю карточку, Георгий вот вытаскивает синюю карточку. Георгий вытаскивает синюю. Одну, да? Да, одну синенькую карточку, и нужно одну красненькую. Угу. Так. И красненькую. Что мы теперь будем Ему делать? тоже красненькую? Нет, только одну. И мне это нам красненькую. всем, да, только одна синяя нужна и только одна красная. Ну что вот, мы будем тогда делать это теперь? для вас. Спасибо. Всё хорошо.
Можно смотреть, да? Конечно. Нам нужно Короче, тамада сейчас... и конкурсы веселые. Нам нужно сейчас прочитать то, что написано на карточке у Георгия. Букву «Я» уже увидела, это буква «Я». И нам нужно будет называть слова на эту букву и Шулер. объяснять, почему. Да, конечно, будем мухлевать обязательно. Так, Георгий, что прошу делать надо? прочитать, что написано на карточке. Может вас испачкать. Вот. А тут буковка «Я». И нам нужно каждому как можно быстрее, это не значит, что мы должны перебивать друг друга, но Мгм. как можно быстрее придумать слова на «Я», которые могут нас испачкать, и объяснить, почему они Фу, могут господи. нас... Окей, я готова. Давай. Ящерица. Почему? А теперь объясняй, просто я Да, тоже почему она собирался. может нас испачкать? Смотрите, она кожу меняет, да? Так. Раз в какое-то время. Соответственно, эта кожа может остаться где-нибудь на одежде. И испачкать нас. Я по простому пути пойду. Я могу вас испачкать, ребята. У меня есть чем вас Но это не испачкать. слово. Ну, Это вот хитрулька. тоже на букву «Я» тоже подходит. Все, Отлично. Да. если ты не догадалась. Давайте значит, я. Хорошо. Может Давайте. испачкать яблоко, потому что, например, вы кинули огрызок, кто-то поскользнулся и упал в лужу и испачкался. Давайте дальше. Ястреб. Это Ястреб. птица такая. В конце концов, птица не всегда бывает чистая. Пришел, значит, ястреб. Просто прислонился, и как бы, а до этого он где-то Или там летел валялся. мимо. Летел мимо и как бы испачкал. Ну, я как бы как интеллигентный человек придумал вариант, что он подойдет и потрется. Тебя может испачкать ягуар. Машина хорошая, но бывает грязная. Мох ягель может испачкать, потому что до этого его олень приходил, как бы ел своим нечистым рылом, значит. Ягненок через я, Да, да? да. Конечно. Ягненок. Мгм. А почему он может нас испачкать? Аргументировать? Потому что Да. это животное. Ну, что это животное? Поставил тебе копытка на коленку, вот испачкал тебя. Ну, в общем, друзья, игра на самом деле интересная, но сложная. Ну, такая. Мозгами надо думать конкретно. Я просто привыкла вообще не думать. Японцы могут вас Мгм. испачкать, хотя они очень не любят мусор и собирают его раздельно. Поэтому, когда вы с японцем... Вообще, они мусор с собой носят в мешках и выкидывают только в специальные контейнеры, поэтому, в Все принципе... японцы. Я как Это в не Японии вижу человека с принято. мусором, знаю японец, скорее всего, вероятно. А если Точно. как бы еще группа их идет, то, скорее всего, точно соседи. японцы. Несколько японцев, да. Может Да. быть, Что какой-нибудь противный гадкий Ян. Мальчик Ян. Гадкий я, в конце концов. Гадкий ты. Ну, смысл игры мне понятен. Мгм. У нас вся Все, жизнь все, впереди. все. Больше не будем играть, потому что больше слов на букву Я нету. Я надеюсь. Анна, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Классно пообщались, классно поиграли. Ставлю лайк. Я на все вам буду ставить лайки, дорогие друзья.